Всем привет! Мы сегодня в Нюрнберг решили прийти на флогмаркт, на блошиный рынок. Вот сегодня в субботу устраивают блошиный рынок. И вот мы решили сегодня вот попробовать здесь пошариться, но что-то как-то, мне кажется, маловато народу. Ну, сейчас будем смотреть. Интересно. Такие штучки симпатичные. И тут что? Дорога. Тут такие деревянные вещи. Картины. Вот тут смотрите, красиво. Шкатулка как из бересты, что ли, да? И тут такие железные металлические картины. Такие значки. Медная посуда какая-то или как? Тут прям с этим тоже интересно. Такие вот вещи всякие. Это что такое? Geht's ohne Bauchtasche, Viola? Ангелочки, смотрите, какие. Это тоже все бронза, да, или медь как? Ключи. Видите, ключи. Сапог. Прикольно. А, это нет, не колокольчики, это типа слушалка, наверное, старая слушалка. Ретро. А это лампа Аладдина, да? Ой, саламандра, смотрите. Саламандра старая. Такие точилка медная. Интересно это все вообще. Чайник, маленький чайник. Ну, с замком, видите? Прикольно. И тут тоже такие интересные всякие украшения. Видите? Такие вещи. И тут тоже статуэтки всякие, кошельки, сумки. Тут книги в коробке. Книги, сандали всякие. Бусы из флюорита. Настоящий флюорит. Красивый. Маленькие чашечки. Симпатичные. Там уже после обеда мы пока погуляем, пока видео запишем. Тоже такие симпатичные всякие буселя, да? Шикарные. Тостер продают еще. А вот тут вот куклы в коляске. Смотрите, такие прикольные куклы вообще. Да? Древние. Пупсы. Там шляпа еще. Вот тут всякая обувь продается. Тут какие-то шарики цветные. Не знаю, что это такое. Наверное, это сладости какие-то. А это... Если вы знаете, что это, пишите. А это что такое? Камни? Камушки какие-то. Страшная маска. Шкатулки есть. Маленькие. So, heute günstig, aber nur heute. Здесь вот такие штучки продают интересные. Это подставки, наверное, под горячие. Вот такие еще тарелки есть, чашки. Чашки для видов. Интересно. Красный крест. А мой муж пытается меня найти. Не знаю зачем. Пойдем в магазин, я так понимаю, это бушной мебели. А, так это внутри еще тоже, да? Пойдем.
Ну, это Пойдем посмотрим. блошиный рынок, а это просто бывший А, рынок. это Гейбраухт? Нет? Да. Ну, У нас такой посмотрим. вот столик. О, точно, у нас Вот. один в один такой стол и столько же стоил. Прикольно. С такой же корзиной. Полка еще такая есть. Я даже не знала, что тут внутри тоже барахолка. Здесь интересно. Мы такого плана видели. Плитка. Вот интересно. Стол, это уличный. Да. На улицу такие ставят, плитку кладут на стол и на улице ставят. Ну, красивый стол, конечно. 35 евро дороговато для него. А там часы, видите, древние. Симпатично. 90 вот эти дорогие. Так вот, за часы-то дешево, а за столик-то дорого. Ну, я бы не сказал, для здорового столика, что там плитки, что там... Ангел-скрипач с ёршиком на голове. Для кровати. Ну да, это кровать. У нас, конечно, в городе гораздо больше на ярмарках продают, на таких, на рынках, чем здесь. Здесь что-то вообще не густо, я вам скажу честно. Пусто. Не густо, пусто. Там сервис прячется. Довольно интересный. Тюлени. Слон. Вот я во втором зале тут. Хожу, брожу. Тут, вот видите, такой вот гарнитур есть спальный. Шикарный. Тут еще шифоньер такой тоже неплохой. Тут вот еще что-то. Вот тут картины. Видите? И вот, значит, такой типа этот. И видите, святой Флориан, да? Прикольно. Вот так вот просто хожу. Что тут такого? Ну, иногда встречаются какие-то красивые вещи, но они мне пока не очень нужны. Тут тоже уголок такой кожаный, да? Прям интересно. Владимир Николаевич бродит. Вот тут вот еще тумбочка красивая, на 20 евро стоит. Ну, цельная дерево. Ну, как не цельная, в смысле, не фанера вроде. Кто-то продает пианино. Картины тоже есть. Вот так вот. Тут вот вышла на улицу опять. Смотрю, что еще на полу есть. Всякие игрушки. Такие шары вот интересные, такие стеклянные, прикольные шары. Сумка, смотрите, какая сумка интересная. Прикольная сумка. Тут тоже всякие игрушки. Очень хорошие. Тут тоже всякие вещи интересные. Вот тут, видите, какая-то чудная штука. Деревянная есть. Кофточка. Такие блестящие, видите, штуки. У меня все только штуки. Не знаю, как называется. Это только штуки для меня. Какие-то статуи. Красивые Богородицы.
на религиозную тему это называется. Ларец деревянный. Тоже симпатичный такой, да, ларец. Расписной, разрезной. Картины. Это для кофе, да? Кофейный шкафчик. Прикольный. Латте, капучино, эспрессо, мока. Но то, что нам нужно, конечно, я пока не встретила. Не встретила. Какие-то мелкие вещи, игрушки. Тут украшения, смотрите, как выставили, интересно. Такая весь. Винтажные серьги. Симпатично. Тут интересные вот эти клоуны. Деревянные фигуры, чемодан. Все атрибуты есть, а моего ничего нет. Я обычно покупаю на барахолке шкатулки и духи. Вот тут камни есть, смотрите, мелкие. Такие мелкие камни. Тоже интересно. Такие штучки. О, шкатулочка есть. Звезда. Это тоже интересная шкатулка. Но это крупные размеры, а мне нужны маленькие. Маленькие нужны. Посуды много, с губкой бобом даже есть. Всякие религиозные браслеты. В общем, сейчас скажу, впустую мы приехали, конечно. Nee, der wollte ein bisschen mehr dafür. 20, ich bin eh schon unter. Ich war schon viel weiter oben. 20, sorry. Es ist nicht mein Geld, mein Sohn, die können mit dem Sohn deswegen. Und der wollte Где das мой Geld. муж, интересно, Владимир Николаевич, где он? Vielleicht ist ja noch was übrig, vielleicht findest du ja nichts und dann sind noch 20 Euro. Где же мой муж? Тут вот коала сидит. Eigentlich schon, ja. Тоже цена куча всего. Но это все игрушки. В общем, Нюрнберг хороший город, но, к сожалению, на барахолках здесь ничего нет. То, что нам нужно. И вообще как-то пустовато, маловато. Я думала, народу будет много, раз это большой город. А у нас в 300 раз больше в нашем городе. Так что ищу Владимира Николаевича и идем гулять дальше. Мы пошли прогуляться. Раз мы только доехали до Ратенау-плац, это станция метро, где вот барахолка Красный Крест, то мы решили обратно 1,7 километра пройти по городу пешком, чтобы сходить там в центре в Талию, в Макдональдс, как обычно по нашему сценарию, как мы любим. Потому что там в этом Макдональдсе есть вегетарианское питание, и мы его преследуем. Ну, хотя есть еще ресторан Грин и вот такие. Но мы чаще в Макдак ходим. Не знаю, почему вкусно. Лук сырой. Лук сырой кладут. Салат, помидоры. Бобовую котлету. Вкусно! Мы простые люди. По-простому любим. В общем, Дешево сейчас сердито. дешево сердито. В общем, сейчас тихонечко пройдемся. Сегодня 32 градуса, жарища. Остановились около очень красных ягод, но не понимаем, а что это. Оказалось, что это называется кизильник. Кизильник. Вот такой вот кизильник. Такие вот ягодки. Мы вышли через подземный переход дальше. Решили сменить немножко маршрут, чтобы не идти вдоль оживленной дороги, а чтобы пройти как можно меньше народу и красивее, что ли. Меньше машин, меньше машин, чтобы было красиво. Тут мы идем
Тут магазин и много-много всяких, видите, открыточек. Вот, газетный киоск внутри. Автомат. Вот сюда. Так что пойдем. Такой красивый вид, так приятно прогуливаться. Мы обычно не с этой стороны заходим. А мы вообще в этом районе, может, и гуляли вокруг, но... Мы гуляли, но мы не доходили. в принципе. Да, а сейчас вот мы решили пешком. А там что, на метро. Да. А тут пешочком хорошо. Идешь, жара, на улице мы в теньке. Супер. Ух ты, смотри, а тут вот индийские палочки. Да, палочки. Прикольно. Это знаете, как сразу же на улице пахнет. Ух ты. Ух ты. Как тут прикольно вообще, да? И я такая, как это там? Знаете, такой, как это, агент. 007, да? Свечи, виски, вино. Да, там так прикольно, красиво. Да. Смотрите, какой магазин нашли. Он называется Эдельштайн энд Муа. И я ведь хотела в этот магазин на самом-то деле, но вот он сегодня закрыт. Но я хотя бы теперь знаю, где он и что тут есть. Так, на вид хотя бы, да, вот? Смотри, как маятник очень хорошо на песке. Ага, Получается, маятник на подвешивает песке, и раскручивает, и он рисует на песке. Да, красиво вообще все это дело. Прям какие кристаллы, камни, все. Тут тоже в витрине есть, видите? Так красивенько. Я хочу теперь туда, в этот магазинчик, но он почему-то закрыт сегодня. А ведь суббота. Нет, у точно них все это, работают. у них отпуск. А, отпуск. Ну, конечно, дети сейчас на каникулах. И хочется, конечно же, в отпуск-то, да. Вот это, видимо, свадебный салон. А, фотостудия, вот видите. Там свадьба, свадебный салон. О, Тербек, Вова. Ну вот, видишь. Хотите? Нет, давай уже А, к себе пойдем. туда, но будем знать. Вот, допустим, мы же тоже... Что тут по улочке есть? И Интересует. Тербек со столиками, кстати, в тенечке. Мгм. Вова, нет, вдруг там есть Макаф. томаты моцарелла. Да, Ну, нет. Вова настроился на Макдональдс. Все уже. Хочет свой бургер вегетарианский. Мы же только здесь их едим. Конечно, хочется. Ой, смотрите. Давайте опять разведку сделаю тихонько. Ух ты. Пивная Ух ты, библиотека. смотрите. Тут даже такие есть бутылки интересные, да? Пивная библиотека. Да, класс. Пивная Биротека. библиотека. Биротека. А вот, кстати, в Германии 3400 видов пива. И 3300 видов хлеба. Вот так вот бывает. Идем дальше. Прогуливаемся. Так интересно здесь. Тут Дизайнерский. такая мебель интересная тоже, да? Вообще классно. Плохо видно, блин. Ну, заходить неудобно. Такие лампы. Здорово так-то вообще. Такие раз везде позаглядывали, знаете, такие. Сходили везде Это может позаглядывали. быть для бюро различных, для Да. Офисная мебель Там- называется. ногти, маникюр, знаешь. О, мне вот такие столики нравятся. Из палетов. Так красиво они смотрятся. Вот люди уже давно во всех странах нашли палетам применение. Потому что их сжечь нельзя. Они сразу портят там камины, печи. И их вот так вот делают. Так, тут у нас что? Тоже что-то красивое. Антиквариат, да. Антикварная лавка. Здорово. Ну, это очень дорого. Да, это дорогая антикварная лавка. Тут всякие вот тоже эти, прям как на блошином рынке, видите, всякие статуэточки, сервизики, все как на блошином рынке. Металлические, смотри. Ага, Человечки. эти человечки. Кто-то спаял человечков. Прикольно. А вот тут, видите, такая рамочка стоит прямо у входа. Мраморная, да. Классно Корабль, вообще. видишь, там? Где? И- А, вон наверху, из да, старый рогов, корабль. линии светильник. Да, классно. Вообще
Хороший магазин, интересный. Туда как в музей можно ходить, да? Такой магазин. Да. Они, видимо, в жару проветривают. Да, здорово. Ну что, идем дальше. Нашли. 24 часа в сутки работает магазин. Автоматы здесь, конечно. И 7 дней в неделю. Давайте покажем, что тут есть. Видите? Можно брать наборы. Вот такие, да, Вов? Это наборами же продается? Я так понимаю. Да, это набор, получается. Бокс 1, бокс 2. Да. Видите? Бокс Ты 8. оплачиваешь, раз открывается, ты забираешь. Да, класс вообще. Прикольно. Боксы прям с продуктами. Прикольно. Видите? Тут, видимо, выбирать где, да, с карточки оплачивать. Он огромный магазин-то. Вот это выкрутились потому, что в воскресенье все магазины в Германии всегда закрыты, всегда. И из-за этого... До 8 работает. Да, ночью максимум до 8 вечера. И поэтому открыли вот такое вот самообслуживание магазин. И можно заходить, покупать, что ты хочешь. Если тебе что-то необходимо прямо сейчас перекусить, ты в любой момент можешь перекусить. Очень удобно. У нас в городе этого нет. В Нюрнберге он большой город, поэтому поставили такие штучки. А у нас в городе нету такого. Вот так. Идем дальше. Вот здесь уже, видите, такие дома интересные. Там балконы прям уставлены цветами. Вообще, я заметила, европейцы, немцы очень любят цветы, зелень, выращивать помидоры на балконе и все такое прочее. И часто вот так вот смотришь, и вот эти всякие балконы вот прям утыканы цветами, или там, допустим, эти окна, балконы, все в террасы, все в цветах. Ой, мы дошли до нашего мужика. Видишь, тут Да, памятник. мы уже здесь были. Вот его здесь сейчас вымыли. очень классное Вот место здесь, начинается. Помнишь, мы поздней зимой или ранней весной приходили Гуляли. сюда, гуляли, да. Да, мы здесь ходили. Вот этого я мужика знаю. Я этого мужика знаю. Теперь мы вот сюда завернули. Тут тоже так уютно. Прям смотрите, так красиво. Вообще, да. Вот мы идем дальше. Тут, видите, желтая улица, желто-розовая. Улица какая-то такая интересная. Сразу такая, знаете, оттеняет это все. Вон туристический автобус там вдали едет. И там мы упираемся в исторический район полностью. Ну и так в этом, в штат, как в Альтштадте, Альтштадт, да. в старом городе. Тут кто-то вот висит на стене. Ну-ка, я сейчас попробую снять на видео. Пропуски. Здесь Caritas. Caritas — это благотворительная организация, Да, сейчас. которая, такая социальная. Вот, видите, Мадонна складывается. Красиво, да? Вот. Ой, ветер какой, наверное, вам шумит. Вот мы уже дошли до какого-то хорошего места, до какого-то храма. Мы в этом храме точно были, я забыла все эти названия. Подожди, а это не... Не Вайстур? Нет, это пансионат. Это дом престарелых? Дом престарелых, Да. А вот тут там памятник, видите? Вот там памятник сидит мужик. Вот. И вот мы идем потихонечку, идем. И сейчас будем обходить, видимо, вот по историческим этим мостикам. Ой, смотрите, какая кафешка красивая, вообще не могу. Шикарно. Такая вообще очень милая кафешка. Так, продолжаем движение. Кафешка меня умилила. Прям обожаю такие кафешки. Очень красивая кафешка. Шикарная, я бы сказала. Так. Мосты пошли через канал. Собачка. Кудрявенькая собачка. Вот, видите, как тут красиво тоже. Вот. Вообще здорово. Вот, тут вообще шикарно. Вот виды в Нюрнберге, да. А барахолка сегодня не очень. Теперь идем дальше по улице. Тут такое вот как типа, не знаю, как это называется, перекресток. И нам туда, да? Вот туда нам? Да. Ну, мы уже почти пришли. Это уже однозначно.
Помнишь, мы где-то здесь на лежаках записывали видео? Да? Вот, по-моему, здесь, вот в этом даже переулке выше немножко. О, тут вообще очень круто. Вот этот кафе. Мне так нравится вот это кафе. Это вообще шикарно. Вот мы уже тут на мосту. Видно дом престарелых, ты сразу говоришь. Это видно дом престарелых, да. Тут птички плавают. Народу вокруг много. Все А в вот ресторане эти сидят. лавочки, на которых мы весной Да, записывали мы видео, весной тут видео записывали. было прятались дело. от ветра и солнечное место искали. Да, вот тут видите. Идем сбоку по мосту, можно сказать. Ну или как сбоку просто. Ну, И вот. Ули, видишь, пасека. Да, мини-пасека. тут пасека есть. Вот, и мы идем. Уже у Лоренскирхе. Тут демонстрация какая-то идет. Что-то Что? католическое. А сегодня же это праздник, наверное. Есть. Православный сегодня. А не православное Преображение. А католиков-то тоже Медовый Спас, наверное, или как он? Die katholische Kirche. Данки. Данки. Bewusste Benedikt unter den Frauen, bewusste Benedikt ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. Когда уехали? Давно? Вчера. Вот тут цветы такие красивые, и фрукты. Очень шикарно выглядит это все. И ягоды, посмотрите. Пришли в Макдональдс. Здесь идеально пусто. Так выглядит вегетарианский бургер. Я салфетку забыл. Сюда я наливаю кетчуп, а тут картошка и вот такая кока-кола. Теперь мы вышли и уже подходим к магазину Талия. Сейчас проходили мимо полицейских. Они шарили в карманах у торчков. Искали, видимо, что они украли. Да, это вообще что-то было с чем. За магазин Талия. Тут что-то на распродаже лежит. Гарри Поттер. Гарри Поттер. Вот всякие вот эти, видите, штучки такие. Прикольно. Сердечки. Штучки, сердечки. Клевер четырехлистный, красивенький. Видите? Шикарно. А есть еще вот в таком варианте. Золотистый. Вот тут всякие салфеточки. Заходим. Хорошо, что здесь работает кондиционер сегодня. О, какие совушки, да? В шаманском стиле. Это кто? Медуза. Мы медузы, мы медузы. Мы похожи на арбузы. Морской конек, горбунок, ленивец. Вот это я просто обожаю комиксы. Дональд Дак и всякие утки. Черный плащ. Утки. Курлум-пум-пурлум. Обожаю. Классно. Прихватки всякие. Прихваточки. Ой. Ой. Это ежедневник, да? Ну или тетрадка. Записная блокнотик, видите, такой. Ой. Няшечная штучка. Так. Что еще? Ой, сколько вон, видите, книг. Что еще? Тут много всего. Вот мне лав-отдел нравится. Он еще с Дня Святого Валентина здесь стоит. Даже можно купить вот такую великолепную розу. Сколько стоит роза?
4,89 евро. Не с Димой, да? Сегодня, представляете, Максим что учудил? Пока ходим по магазину, я расскажу, что учудил мой мальчик. Одуванчик. Ну, хотя он не одуванчик уже давно. В общем, пошел он к другу с утра. Сначала, значит, одного друга он навсегда проводил в Украину. Он переезжает обратно домой из Германии. В 10 утра проводил его, значит, раз и навсегда, типа сказал, уезжает. И, ну и потом, значит, пошел к своему другому другу. Его зовут Артем. Ой, смотрите, второй этаж отремонтировали. Нет, надо пройтись тут. Это же вообще красота какая. Ой, прелесть. Какая прелесть. Вы посмотрите, как тут все меблировали. Можно вот, видите, можно сесть, да? Это выдвижная скамья, Вов? Да. Класс, вообще красиво. Прям так. Просто должны по-другому. Я поняла, но я имею в виду, что очень красиво сделали все здесь. Вот. Он пришел к этому другу, а у него мама, видимо, с сестрой, что ли, взяла и уехала на 3 дня куда-то там в другой город, в общем, отдыхать или что, на каникулы. Я села такая в кресло, Вов, садись, Я пройдусь. пройдись. И это, он вышел к Максиму, его друг, и просто захлопнул дверь. Внутри ключи, кошка. Мамы 3 дня не будет, значит, ну, может, 2 уже осталось. И вот ключи внутри, кошка. Если бы не кошка, ладно бы, мы бы его к себе позвали, и все. А кошка-то как будет? И вот они, значит, стоят, как 2 этих, у этого дома. Я говорю, звоните маме срочно. Или она пусть приезжает, или пусть она звонит хозяевам квартиры, мы уже все здесь снимаем. И просто говорит, чтобы они открыли своим ключом дверь, потому что запасной ключ у хозяев есть всегда. Мы, говорит, звоним, а дозвониться не можем, мама трубку не берет. Я уже даже шит просто, что делать? И, в общем, они стояли, я говорю, идите к нам домой, просто идите домой. Сидите там, и за 12 часов, пока кошка еще жива, мы что-нибудь придумаем. И что вы думаете, они сделали? Они вместо того, чтобы пойти к нам домой, мой безобразник, просто взял, подвинул бак и полез на 3-й этаж. Говорит, руки тряслись, спина вся взмокла. Я говорю, ты дурак. Я уже не знала, что сказать. Я говорю, ты совсем с ума сошел, что ли? Или что? Что у тебя вообще с головой происходит? Что ты делаешь с собой, с твоей жизнью, с нами? Говорю, ты у меня один, как в сковородке блин. А если ты разобьешься вот так, упадешь с 3-го этажа, разобьешь себе все, или там инвалидом останешься, или ты умрешь, и что я должна делать? Вот скажи мне, пожалуйста, на милость. Не знаю. Я же залез в окно. Открыл же дверь. Окно было открыто, я дверь открыл. Мой, говорит, друг зашел. Я не мог не помочь другу. Я зашел, взял ключи. Теперь у него есть ключи, и все нормально. Я же решил проблему. Я говорю, ты решил проблему, но чуть не помер там. И ругаюсь опять на него. Скажите, как бы вы поступили в этой ситуации, вот такого вот азарта, такого непонятного? Причем непонятно, ради чего все это у него было. Вот скажите, вы бы ругали своего ребенка, если бы он залез кому-то на 3-й этаж открывать дверь? Или не стали бы ругаться и сказали, что он герой? Вот я ругалась. А вы как считаете? Является ли наш Максим героем или нет? Тут отдел Гарри Поттеров. Знаете? Ну, красиво сделали все, конечно. Это они тут еще доделывают, видите? Они меблюху вот сюда купили. Шикарнейшую просто. Ой, как они классно все сделали. И такой цербер. Всякие герои. Так смешно. Драко Малфой. Видите? Такой шикарный этаж прям сделали. Мне все нравится здесь, конечно. Ой, смотрите, какие маленькие еще фигурки есть Гарри Поттером. И эти фанкопопы Гарри Поттер. И почему-то Фрида Кало. Манго? Да, Пойдем посмотрим. Еще освещение до конца не сделали, вот с правой стороны. Да, давай посмотрим до конца.
не сделали, но уже что-то сделали. Ой, ой, это все манго, все манго. Ой, как шикарно, смотрите. Здесь еще с освещением решить вопрос. А они решат, они же только делают, но у них уже все очень красиво, ты знаешь? Вообще. А, кстати, для съемки хорошо без освещения, потому что ничего не отражается. И видишь, как классно мангу видно? Да, вот вся Наруто. Вся Наруто. Саски. Наруто и Саски. Ой, короче. Классота, классота. И манго с этой стороны тоже. То есть целый отдел манги сделали. Прям целый большой отдел манги. Представляете? Это вообще очень красиво. Они все это забьют книгами, мангами, вернее. Ну, очень классно, конечно. И чего тут только нет. Проще сказать, чего нет, чем что есть. Ой, и фигурки-то закупили. Ай, обожаю такое. У нас такой, по-моему, есть, товарищ, да, Вов? У нас такой есть, да, ведь? Такой Вот. есть. И такой есть тоже, да? Такого не знаю. Был, по-моему. Не, у нас есть этот красивый, по-моему. Не знаю, не факт. Это Итачи. Есть у нас этот Итачи. Есть, я еще говорила, что у него дико красивое лицо, ужасно красивое лицо. Прям. Но они, кстати, каждую фигурку все равно по-разному сделали. Видите? Ну, не знаю. Сейчас у Максима даже порываюсь спросить. Ну, я на него обиделась немножко. Он превысил свои полномочия по поводу того... Так, 30 евро стоит. Превысил свои полномочия по поводу того, что он может делать в своей жизни, а что нельзя. Что не может. И со своей жизнью тоже. И я очень сильно, конечно, до сих пор нервничаю из-за этого. Но что делать, что делать? Вот видите, третий этаж. Тут, видимо, что-то или будут передвигать, или перестанавливать, или будут тоже ремонтировать, не знаю. Но, конечно, тут тоже вот сейчас все как-то перевернуто. Книжки, видите, все убрали с полок. Интересно, что творится в моем эзотерическом отделе. Пусто? Давай искать. Там при входе было. При входе? Ну давай посмотрим, может его где-то здесь. Может, где-то составили просто. Но я вижу, что эзотерик пустой, тарот пустой. А вот есть. Так, покажи, где. Вот. А, вот здесь теперь Вот стоит. камешки внизу, смотри. Ой, камушки, видите, как сложили. Они их, видимо, для переноса. Да, они будут все А вот переносить. второй. Вот с этой стороны. Где? Ага, вот, вижу. Вот карты составили, видите? Эти все карты здесь составили. Ай, ну ничего нового, конечно, я не вижу здесь. Ай, и все как-то все как-то вот так, что надо еще и лазить, и залазить, и перелазить. Эти все подсвечники, все убрали в мешочки. Все будет это, видимо, перенесено. Да, все тут все. И такие эти всякие, видите, штучки. Видишь, восточная философия. То есть будет отдельно. Ой, какие прикольные. Да, тут все вот так оно, видите, разбросано. Вот из... Видите, все карты, которые в маленьких коробочках, сюда сложили. В больших я вам уже показывала, где лежат. Ну тут как бы все это у меня, конечно, есть. Ну-ка, вот это что такое? А это тоже у меня вроде бы как удобно что-то есть. Вот это от Раку. Думаю, потом купить. Тут еще вот такой вот драконов оракул есть. Драконы.
Это кто у нас? Акаши, хроники Акаши. Вот это вот одна из любимых прям колод. Это тоже, естественно. Вот по ней вот Оракул. Видите? В этой колоде Оракул. Вот он. Должен здесь стоять. Видим. Мобстарот. Haben Sie da irgendwelche speziellen drauf, die Sie suchen? Мы решили взять вот такой Sacred Forest, все-таки Оракул. 27,80 он стоит. Он, конечно, везде в интернете тоже есть продажи, это все понятно. Но просто хотелось что-нибудь сегодня купить для коллекции, а его у меня нет в коллекции. Решили мы еще Максиму взять вот такого каваки, он светится в темноте. Это каваки с кармой из Баруто. Стоит он 16,99, вот такой фигурка. Вот, сейчас возьмем его тоже. Я тихонько сняла с нее. Опять Церберы с Гарри Поттерами. И вот опять все эти фанкопопы огромные коллекции. Сейчас посмотрим, что тут интересного-то есть. А, да, это он не хотел. Она-то не хочет этого. Ему надо крутых всяких там. И лучше из Боруто. Вот смотри, есть тут Боруто? Вот. А, вот Боруто. Ой, вот этот ему наверняка нужен. Сейчас спрошу. А тут чего еще? Тоже какой-то интересный. В мужском отделе. Смотрим пены для мытья. Евро 35 не Ну, это уже на ваш вкус, Владимир Николаевич. Могли бы себе и подороже взять, если хотите. Это всякие духаны, Хлоя. А, пойдем. А, тут есть касса на этом этаже тоже? Или это... А, это первый этаж.